предназначение человека. Я думаю, Аллах на небесах написал нам всем судьбы. И Джохар ответил на этот вопрос, менялся ли он. Вот эта тетрадь, которую он начал писать. Но он написал совсем немного, который написал о себе. У него не было времени, он не хватало времени, к сожалению. И я потом продолжила, попросила у него разрешения и начала писать свой дневник. Я вам сейчас зачитаю то, что он написал. И думаю, это будет эпиграфом к нашему интервью. Время захлестывается событиями значительными. Можно назвать их историческими. Каждый день, а то и часы, насыщены, накалены настолько, что стали судьбоносными для всего народа. Достойно удивления стойкость, сила духа, воля, проявленная взбунтовавшимся малочисленным народом. Пред гигантской империей зла и насилие. Оценку всему дадут потомки через время. Моя же задача — назвать имена тех, кто был рядом в этом бурлящем котле, где перемешалось все и вся. Что касается лично меня, то я готовился к решающей схватке за право на достойную жизнь с тех пор, как себя помню. Железные кордоны власти я почувствовал с тех дней, когда память способна откладывать зарубки. А это произошло слишком рано. Судьба осчастливила меня тем, что я оказался бессознательным свидетелем неслыханного злодейства над моим народом в период депортации. На мою долю пришлись испытания на выживание от физического, духовного, нравственного уничтожения в гигантской машине ада, где в любой момент любой опрометчивый шаг или слово приводили в смертельные клещи. Душевные раны стали моей судьбой. И по той причине, что отец своим примером оставил мне в наследство кодекс чести. Сам ушел из жизни, когда мне не исполнилось и 7 лет. А эта наследственность, к моему несчастью, не вписывалась в замыслы воспитания нового человека Homo Советикус. Репрессивная реальность и кодекс чести горца, да еще и подкрепленные образами романтических героев, настолько расшатали мое душевное равновесие, что я потерял всякий страх перед смертью. Выбор пути к недоступной для чеченцев профессии тоже были своего рода душевным протестом и вызовом в системе запретов. А он был тяжким. И уж насколько тяжким был этот путь, сказать могут только те, кто сам шел первопроходцем. И здесь я имею в виду морально-психологическую часть этого пути. На этом заканчивается дневник. Вот он ответил, в этих своих словах он ответил, что он никогда не менялся. И с тех пор, как начал себя осознавать, он жил тем, что учился, работал для того, чтобы стать первым чеченским генералом, стать первопроходцем, проложить путь для следующих чеченцев. И свое будущее он связывал только с чеченским народом. С тех пор, как начал себя только осознавать. И готовился к борьбе с этой Российской империей, потому что чувствовал, что без кровавой схватки тут не обойтись. Хотя он всегда стремился к миру. Он написал перед Первой русско-чеченской войной 4 письма к Ельцину. До этого посылались ходаки, которые должны были подготовить встречу с Джохара с Ельциным. Но Ельцину преподносили
те оппозиционеры, которые бежали из Грозного, типа Салмана Хаджиева или дочь Савгаева, и те, кто хотел вернуться в свои мягкие кресла бывшего правительства Чечено-Ингушской республики, они оббивали коридоры власти и уверяли, что это режим Джохара держится только на штыках, и хватит 2 недель, чтобы его скинуть. И что Джохар народ не поддержит. Но время показало. Почти 20 лет народ чеченский сопротивлялся. И ведет сопротивление сейчас. Может быть, невидимое пока нам, но каждый чеченец, я уверена, в Ичкерии все равно в своей душе остался свободен. И народ чеченский не сломить. И как только подует ветер перемен, я думаю, что это море, которое нам кажется спокойным, людское море, сколыхнется и начнется буря. Ну, во-первых, он не ожидал, что начнется в России эти перемены так рано. Когда мы уже жили в Тарту, где он получил звание генерала и начальника дивизии дальней авиации. Когда пошли народные фронты в Литве, в Латвии, в Эстонии, даже в Украине рух поднялся. И в самой России начало всё бурлить. Это было с приказов Горбачева. И люди почувствовали веяние времени. И тогда Джохар, конечно, прекрасно это понимавший, он сказал, что это единственный шанс свободы для чеченского народа, потому что все республики бывшего постсоветского пространства могли стать свободными. Об этом спустя некоторое время сказал Ельцин, что каждая республика может взять столько суверенитета, сколько сможет удержать. И он понимал, что это единственный шанс освобождения. А в июне 1990 года по указу Горбачева автономные республики были приравнены к союзным республикам. И Чеченская республика вышла из состава СССР наравне с другими республиками постсоветского пространства, точно так же, как и Россия. И она никаким образом никогда не входила в Россию, потому что Россия тогда просто не существовала. Это была Российская Федерация. Вот, то есть те, кто сейчас в Кремле что-то пытаются говорить о том, что народ чеченские сепаратисты, они это делают специально для того, чтобы убедить весь мир в том, что мы сепаратисты. А мы знаем отношение к сепаратистам в Испании, в Басках, в Англии, мы знаем. Но это далеко не так. Джохаром была заложена такая база легитимности, суверенности чеченского народа, против которой они не могут ничего сказать. Во-первых, эта база не противоречила ни законам СССР, ни законам РСФСР, ни международным законам. Строго в соответствии с законами Евросоюза и всего мира Чеченская республика Ичкерия получила свое право на свободу с правом самоопределения каждого народа.
проживающих на своей территории коренного народа. И когда Россия попыталась потом априори записать свою конституцию в 1993 году, Чеченскую республику, которая создала свою конституцию в 1992 году, 13 марта. Тогда наше правительство было вынуждено, чтобы отличаться от этой республики, которая была незаконно вписана априори в Российскую Конституцию, была вынуждена изменить название на Ичкерию, Чеченская республика Ичкерия. Поэтому есть большая разница между Чеченской республикой и Чеченской республикой Ичкерия. Ичкерия — это свободное, суверенное государство. Он никогда не жалел. Он жалел чеченский народ. Когда была выборная кампания, вот пошла перед народ выбирал президент, это еще было перед ГКЧП, и там и Салман Хаджиев был в числе этих будущих президентов. И многие были известны имена чеченскому народу, более известные, чем имя Джохара. И Джохар просто сожалел, видя, кто может стать во главе чеченского народа. Но потом, когда получилось ГКЧП, тогда Джохар возглавил движение на сопротивление ГКЧПистам, и его имя стало на слуху у каждого чеченца. Он возглавил это сопротивление, и оно подняло его и понесло к вершинам президентства. И, конечно, я всегда его поддерживала, так же, как и весь чеченский народ. Тогда не было речи о какой-то крови, о войне. Чеченский народ 3 месяца сидел на площади перед Верховным Советом, и чеченцы танцевали, там же варили жиргалыш. В первых рядах сидели старики, следили за порядком. Это был очень мирный переход, без всякой крови. Точно так же, как во время первой агрессии, перед самыми выборами Джохара и парламента Чеченской республики Ичкерия 27 октября, когда попытались изменить историю, Кремль прислал самолеты с российскими десантниками, народ чеченский проявил такую силу воли, заблокировал аэродром. Вот тот самолет, который сел, окружили мирно, зашли, вывели десантников, припроводили в гостиницу, угостили хлебом, солью и отправили в Москву. То есть народ чеченский в главе с Джохаром никогда не стремился к войне и всегда пытались решить миром все инциденты, которые возникали. Но они пытаются представить его кровожадным. Но сама жизнь и логика последующих событий отвергают их устремления. Ну, например, когда выступала оппозиция, во время штурма оппозиции, когда за российскими танками шли оппозиционеры, вторая агрессия российская. И последующие, когда были захвачены в плен российские солдаты, которые сидели в этих танках, более 100 человек. Россия отказалась от них, от этих солдат, но они написали петицию, обращение к президенту, в котором были подписи всех фамилий о том, что они являются служащими советской армии. И приезжали из Москвы депутаты, которым наше правительство отдавало этих пленных
2 человека. То есть они никогда не расстреливали призывников и никогда не убивали пленных. То есть какая кровожадность Джохара или чеченского народа может быть в таких событиях? Может быть в таком добром шаге. Хотя в отличие от чеченцев, пленных, даже не пленных, просто мирных жителей, которых захватывали на блокпостах, на дорогах, возвращали с переломанными пальцами рук, перебитыми ногами. То есть их здоровыми не возвращали. И часто за выкуп. Это была воля Кремля, воля Москвы. Это главное отличие между кровожадностью чеченского народа и Кремля. В Первую русско-чеченскую войну немногочисленными беженцами были только оппозиционеры, которые сбежали в Москву. А весь чеченский народ был единым, жил в едином порыве, в едином стремлении победить. О каком бедствии Джохара может идти речь? Это просто смешно. И, конечно, народ не просто воевал. Несмотря на сожженный, разбомбленный город Грозный, несмотря на то, что бомбардировщики летали и бомбили чеченские села и города, Джохар держал фронты. 3 фронта. Он говорил, что если у нас не будет фронтов, то мы превратимся просто в банды. И нам нужно держать фронты. И мы жили недалеко от линии фронта, это в селе Орехово, в том Шаложе. И, например, вот в Орехово мы засыпали под канонаду боев, которые шли в Бахмуте. Обычно начинали стрелять в 9 часов вечера российская артиллерия. И нам было трудно уснуть под звук этой артиллерии. Мы думали, как же тяжело тем, которые сражаются в Бахмуте. Бахмут, знаменитый Бахмут, которому Джохар потом присвоил звание «Бессмертная крепость» Бахмута. Сражался так отчаянно, что приводил в изумление даже советских генералов, российских генералов. Они были вынуждены пойти на мирные переговоры. Ельцин вызывал Джохара, а нас в это время усиленно бомбили по телефону. Это была вторая часть плана, о которой Ельцин не говорил, тайная часть плана. Вызвать Джохара на мирные переговоры и уничтожить при помощи ракетного удара по телефону. Но в этот 21 апреля Джохар знал, что бьют уже по телефону, по спутнику, о котором он говорил. Он даже выезжал сам и рассчитал время, в течение которого вылетают самолеты и наносят удары рядом с ним. Это время было, сказал, что 10-15 минут мне вполне хватает. Но в этот день поехали не только я с Джохаром и охрана, а еще поехали Магомед Жаниев, Вах Ибрагимов, у которого мы жили, Курбанов, Хамад. То есть гораздо больше людей поехало. Должен был выступить Вах Ибрагимов. Джохар должен был поговорить. И мне предоставляли время, чтобы я прочитала свое стихотворение, в котором я выражала всю свою боль и отвращение к этой войне. И хотела дать почувствовать российскому народу, с кем он сражается, какой народ убивает. И вот, когда мы
Мы выехали, где-то было 4:30. Мы приехали на место в предгорье Ехичу, поставили машину между двух небольших холмиков, и Джохар стал говорить по телефону, потому что с капота этой машины, потому что телефонный кабель был прибит во время одного из штурмов российской авиации. Был вынужден. Его окружали Хамат Курбанов, Магомед Жаниев, Вах Ибрагимов. А мне он сказал, чтобы я отошла. Наверное, в целях безопасности. Я встала на краю обрыва. Ну, краем уха до меня доносились слова, то, что Вах Ибрагимов выступал. Потом он подошел ко мне. Потом Джохар начал говорить. И я услышала, как поет птица. Солнце садилось. Было изумительно красиво. Начиналась весна. Почки только-только открывались. И так красиво пели птицы в розовом небе. Солнце садилось. Но потом я слышала звуки с края обрыва. Это не могла понять, что это. Спросила Вах, это птица или это кошка? Кто это там так плачет? А он сказал, нет, это какая-то птица. Я тогда не могла понять, что это. Тогда не знала, не узнала этот голос, что это голос кукушки. И она уже не куковала, потому что дни Джохара закончились. Она просто плакала. Потом в одном из российских фильмов я услышала этот голос. По-моему, фильм так и назывался «Кукушка». И я узнала, что это кукушка. Вот. И с правой стороны, нет, с левой стороны послышался свист и желтое пламя за моей спиной. И волной от этого взрыва меня сбросило во враг. Быстро на руках потянулась на ветках и высунула голову из-за края оврага и не увидела там, где он стоял. Тут же сверху на меня упал Русик, это один из наших охранников, закрывая собой от следующего взрыва бомбы, ракеты. Сказал, не всовывайся. Потом наверху, когда стихло, он поднялся. Я там еще оставалась какое-то время, может быть, несколько минут. А потом услышала плач Исхана, племянника Джохара, который был одним из охранников. Я поднялась и, ничего не понимая, у меня платок зацепился за ветку. Я как-то его повязывала на голову, как-то оглядывался, думала, как они быстро все попрятались, потому что машины я не видела. А она, оказывается, ракета попала прямо в машину. Машина в телефон машины, и машина перевернулась в воздухе, отлетела какое-то расстояние. Я еще делала несколько шагов и прямо наткнулась. Там лежал Джохар на коленах, у Мусы была его голова, и он уже, казалось, испускал последний вздох. Я быстро ощупала его тело, все руки, ноги были целые, но на голове я почувствовала рану, несовместимую с жизнью. Ну, Мусик сказал мне потом, что он, Джохар успел сказать ему, доведите дело до конца, умирая. Но я думала, что еще можно его спасти. И мы быстро понесли его. Ребята подняли дипломат с документами, с которым Джохар не расставался. Мы прошли в уцелевший УАЗик. Джохара на заднее сиденье положил Мусик. Я где-то там забилась, по-моему, где стекло заднее. Спереди сидел Руслан, Мисхан. А я говорю, Магомед Жаниев, Вах Ибрагимов, Курбанов, где они? Они говорят, Магомед Жаниев и Курбанов погибли. А Ваха, он ранен. Он не так тяжело. Мы отнесли его в безопасное место, мы за ним вернемся. Нам нужно спасать президента. Они еще верили, что Джохар живой, что его можно спасти, что он просто без сознания. И мы понеслись в Ефичу. Это было не так далеко. А в небе уже реял гул самолетов.
И они начали бомбить это место, где только что были мы. Когда мы приехали в Ефичу, Джохара положили на диван, и медсестра прибежала. Она посмотрела, тоже не знала, что делать. Потом привезли Курбанова, Магомета Жаниева, Ваху Ибрагимова. Ну, в общем, Башир ходил туда-сюда, хозяин дома, где мы жили. И все были в растерянности, потому что погибли, самое главное, погибли те, кто были мозгом. А все остальные просто как будто бы остались без хозяина. В Коране написано, что все силы природы помогают идущему по прямому пути. Я подаю вам знаки ветром, деревьями, облаками, всем, что вокруг нас. И когда мы хоронили Джохара, это было такое удивительное зрелище, которое я не могу забыть, которое вселило в нас новые силы. Мы хоронили его ночью, и перед этим были организованы имитация похорон еще на 3 кладбищах. Для того, чтобы российская армия не могла узнать, где похоронен Джохар. И вот привезли, были только самые близкие родственники. И я сидела за оградой кладбища. Потом меня они повели, показали, как вырыли могилу, все было по правилам. Потом я опять сидела около тела Джохара. А потом они пришли, сказали, что все готово, взяли. Это было уже где-то часа в 3 ночи мы приехали. Где-то было часов 5, половина 6 утра. Они подняли его и понесли. И когда они его понесли, такого зрелища я никогда в жизни не видела. Потому что только что бывший туман и темнота вдруг куда-то развеялись. Над кладбищем появилось изумрудно-голубое небо, и огромный хор птиц, стая птиц, кружилась над тем местом, куда они понесли Джохара. И эти птицы издавали такие трели, они так волшебно пели, как будто они его встречали, как будто само небо распахивало ему объятия, и сам Всевышний принимал его, как будто это было его второе рождение. А я посмотрела на деревья, которые были вокруг меня, было как какое-то лучи от солнца, которое всходило, падали на эти деревья, и они были внизу сиреневые, вверху розовые. Я такого никогда не видела. Светилась каждая чешуйка на стволах деревьев, светились почки, и все вокруг было волшебным миром. Когда родственники вернулись, Висик мне сказал: ты видишь, ты слышала, ты видела, как птицы встречали Джохара? Я говорю: да, он вернулся к своим. Он пришел в свой дом. Ну, мы живем точно так же, как живут все чеченские беженцы в Европе. Так, похвастать особо нечем. Ну, разве что тем, что в 2015 году, в ноябре, по приглашению польских представителей мы приехали в Польшу, я, Деги, Ахьят Диков, и приняли участие в выборах парламента польского в качестве международных наблюдателей. И мы там очень старались. Там было так много старых диссидентов, которым было очень интересно беседовать, выступление было. Мы там провели 3 дня. И потом по подсчетам голосов
победила партия убитого Праха Леха Качинский. Это была наша победа. Это приятно вспомнить. Потом в 2016 году, вот этой осенью, в ноябре, в сентябре, я была приглашена во Львов. И перевели мою книгу вот «Миллион первый» на украинский язык. Украинцы. Она была опубликована, была презентация моей книги. Вот, и там я выступала, были интервью, появилось много друзей, хотя у меня были встречи со старыми украинскими друзьями, потому что я бывала на Украине. А в ноябре месяце по приглашению нашего представителя Имрана Ахаева я и эстонских товарищей, кинорежиссера, не помню имя и фамилию, извините, я была приглашена на кинофестиваль на просмотр фильма «Приходи свободным» о чеченском народе. Этот фильм. Само название «Приходи свободным» уже говорит об этом. Это было в ноябре прошлого года. Ну, это то, чем я занимаюсь. Мы сняли с Джохара эту обувь, потому что мы думали, что он ранен, и массажировали ему ноги. Но потом, когда он застыл, уже эти ботинки на него не одевались. И хотя я знаю, что полагается хранить во всей своей одежде и обуви павшего в джихаде, эти сапоги просто на него мы не смогли одеть, поэтому я их забрала. И вот следы от осколков, так же как на этих носках тоже. Носки опылены и тоже. Одевала иногда во время выступления. Очень скромный папа обычного чеченца. А это самое дорогое, что было у Джохара. То, что было всегда с ним. Этот платок. Это четки из сандалового дерева, из семян сандалового дерева. Это компас, по которому он находил Юго-Восток. Это чистый слог. Были в его дипломате, который был разбит. Эти часы были разбиты. Джохар был очень скромный в быту. И то, чем он пользовался, тоже лишено всякой напыщенности. Не такое маленькое, такое скромное. Но оно было завернуто в платок и всегда было у него в кармане. Тут у меня еще есть интересная концепция Джохар Дудаев. Концепция национальной государственной политики Чеченской Республики Ичкерия. Кажется, она сохранилась в единственном экземпляре. Это когда Джохар только стал президентом. Тарас Процевят, который тоже приезжал, Мария Базилюк во время войны к Джохару. Они сделали такие отличные фотографии. Это украинские друзья в Украине мне передали. А вот эта фотография тоже очень ценная. Это в 1996 году в Шалажах эта встреча. Это тоже 1995 год, тоже во время войны.
над документами. Это деньги во время войны с автоматом в руках. Джохар командир стратегического бомбардировщика. Тут Джохар с братьями Харби и Басханом. Для меня это большая честь. Обращение к чеченскому народу. Мне очень жаль чеченский народ, который прошел через такие страшные, кровопролитные две русско-чеченские войны, который потерял 300 тысяч своих сыновей и дочерей, 43 тысячи детей. И сейчас более 100 тысяч чеченцев стали чеченскими беженцами в Европе. То есть в самой Ичкерии осталось не так много людей. И это люди вынуждены выживать. Некоторые вынуждены идти даже по дыру, чтобы заработать на хлеб. И мне сложно к ним обращаться, потому что они живут в таких условиях, что вынуждены гулять по проспекту Путина с российскими флагами. Чеченская республика Ичкерия сейчас оккупирована. И даже без участия международных наблюдателей под дулами автоматов был проведен референдум. Но, тем не менее, она оккупирована. Я обращаюсь к чеченскому народу, который сейчас находится в Ичкерии. Я ему говорю, не теряйте надежды. Все впереди. То чудо, которое произошло в 1996 году, когда огромная российская армия была разбита малочисленным чеченским народом, произойдет снова. Только, возможно, уже более мирным путем. Не теряйте веру в чудеса. И то приветствие, с которым приходит каждый чеченец другому чеченцу, маршал Вогл, это «приходи свободным». Это приветствие оправдает свое значение. Чеченский народ будет свободным. И я вас уверяю, Джохар Дудаев, его душа рядом с вами, рядом со всеми униженными и оскорбленными.